Так. Так, юзер с таким-то длинным номером к нам присоединился. Приветствую всех, ассалам алейкум. Друзья, давайте пообщаемся. Так, Виталий Гусаков с нами. Друзья, я бы хотел пообщаться с людьми, которые за Путина, за войну против Украины, которая сейчас ведется. Может кто-нибудь вступить со мной в дискуссию? Здравствуйте, Милена, здравствуйте. И всех приветствую, всех вновь прибывших. Пригласите другого ведущего, проведите совместную трансляцию. Вот мне говорят. Так что, друзья, ставьте лайки и распространяйте наши стримы. Так. Ну и чего молчим? Ну что, Россия фашистская продувает войну, проигрывает. Они очень расстроились, у них все теперь печально. Мариуполь. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Марат Муминов. Марат, расскажите или войдите со мной в эфир, расскажите или напишите, как у вас обстановка. Мариуполь очень сильно уничтожен, очень сильно разбит, его разбили почти как Грозный, по крайней мере, то, что я видел. Привет, привет. 15 Сафави. Сафави. Что ты несешь? Ничего не несу, сижу на кресле, абсолютно ничего не несу. Даже не иду никуда, просто сижу. Алис гуд, все. Так, люди, присоединяюсь. Приветствую снова вновь присоединившихся. Задавайте свои вопросы, и я постараюсь вам на них ответить. Так, ну смотрите, я хотел рассказать, в прошлом своем стриме у меня не было времени, это такая большая тема, и я бы хотел рассказать о том, кто оккупировал Россию. Слава Украине, героям слава, салам алейкум, алейкум салам, приветствую вас. Сегодня Россия пытается, как они говорят, избавиться от американской оккупации. И поэтому Россия идет на конфронтацию для того, чтобы никак не быть в подчинении России. Об этом говорит депутат Федоров, есть такой, Евгений Федоров. Это человек, доверенное лицо Владимира Путина. И он говорит то, что думает и хочет, и говорит Путин. Вот он это все повторяет. Итак, Федоров Евгений говорит, что Россия оккупирована Америкой, и что они отдают большие какие-то деньги, законы принимаются там Америкой, у них есть там банк, главный банк, центральный банк, который принадлежит Америке там, и так далее, и так далее. Отчасти все, что он говорит, это правда. Конечно, неправда, что их кто-то оккупировал, да, оккупация это когда насильно против вас вводят войска там, или
каким-то иным способом, да, войска, только оккупация может происходить только если войска. Войск, как известно, никаких американских на территории фашистской России нет, к сожалению, пока. Но вот у них такая тема, что депутаты это все ставленники американцев и так далее, и так далее. Короче говоря, их оккупировали. Но на самом деле, как это было, как было на самом деле? Во время правления КГБшниками, управления Советским Союзом, власть полностью была захвачена бандой КГБ, и они решили, что та экономика, которая существовала на тот момент, колхозная экономика, советская колхозная экономика, которая была нежизнеспособна, которая ничего не производила, люди были очень, очень бедными, скажем так, в Советском Союзе. Но зато на военно-промышленный комплекс ВВК, военно-промышленный, их здесь практически нет. Мне бы очень хотелось, чтобы в Америке тоже жили чеченцы. Да, их мало на самом деле, но туда очень много приезжает. Так, ва алейкум ассалам, казах, приветствую тебя. И вот, смотрите, что делает КГБ? Вот все говорят, развалился Советский Союз, там он там не выдержал, там и так далее. Ведь ничего не произошло, правильно? Никакой войны не было, никакого вторжения не было. Просто Советский Союз перестал существовать. Просто кто-то решил в Советском Союзе его развалить. Была группа лиц, которая не хотела, чтобы Советский Союз разваливался. ГКЧП их называли. Но были КГБшники, которые реально имели большую власть. Они развалили Советский Союз. Развалили они его для того, чтобы 70 лет накоплений Советского Союза прибрать к своим рукам, стать неодворянством, об этом Патрушев прямо говорит, стать неодворянством и уже в новой России жить. Но там один момент, когда они прибирают это все к власти, и КГБшники все остаются у власти, если вы обратили внимание, да, в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, в Украине и в других странах, и в азиатских странах остались КГБшники, руководство, в руководстве этой страны. Помните, да? Шеварднадзе, Алиевы, вот сейчас сын управляет Азербайджаном, Назарбаев, ну там Казахстан, Средней Азии, вот эти республики. КГБшники распределили эти республики, и Российская Федерация стала преемницей, как бы обозначила себя преемницей СССР и завладела всем имуществом, которое было у СССР за границей, внутри России и так далее. В том числе ядерным арсеналом там, и всеми другими вещами. Для того, чтобы их Америка поддержала, Ельцин поехал в Америку, полетел в Америку по заданию КГБ, того самого путинского КГБ, которым возглавляет сейчас Путин. Он приехал в Сенат, поднял руки, или не поднял руки, сказал: «Господи, благослови Америку». После этого, то есть фактически русский царь стал на колени перед американцами и сказал: все, мы заканчиваем с вами вражду, войну. Потому что с момента вот прихода КГБшников к власти, они понимали, что уже все у них плохо, и в Афганистане у них все было плохо, везде все было, в экономике плохо, народ не поддерживал, народ просто жил своей жизнью. Да, это вот такая биомасса. Ей дадут пинка, она туда подвинется, сюда дадут пинка, сюда подвинется. Вот эта биомасса, называемая российский народ или советский народ, она вообще не сопротивлялась. Когда Советский Союз разваливался, никто не заступался за этот Советский Союз. Хотели демократию, люди понимали, что свобода, демократия — это очень хорошо для развития людей. Но на этом все закончилось. Немного было людей, которые выходили. Хотя была такая надежда, люди поверили некоторые, но вот
КГБшники власть не отпустили. И что делают КГБшники? В 1991 году, когда они захватывают власть, они проводят приватизацию. В том числе в этой приватизации участвует Чубайс, знаете такого, который сейчас сбежал от России. И вот они проводят приватизацию и между собой делят все имущество, накопленное советскими гражданами, в том числе нашими родителями, между собой. Они не разъясняют, что делать с этими ваучерами, которые они выпускают. Эти ваучеры на площади 3 вокзалов собирают у населения, меняют за бутылку водки и так далее. Но потом это все вкладывается в разные крупные организации, сталелитейные, нефтеперерабатывающие, Газпромы и так далее, и так далее, и так далее. Фактически, то, что мы 70 лет, простые граждане Советского Союза, накапливали, КГБшники разделили в 89-м, уже поделили, в 91-м, 92-м осуществили полную дележку вот этого всего. И сейчас, кстати говоря, с Россией происходит то же самое. И вы будете удивлены, когда вы узнаете, что больше Российской Федерации не существует. И в такой ситуации они захватывают власть. Появляются идейные коммунисты, вот то же самое ГКЧП, которые говорят, нельзя разваливать Советский Союз, и выступают против. Ну, их сметают, их не поддерживают, народ их не поддержал, и на этом все заканчивается. Затем КГБшники, чтобы прикрутить Ельцина еще сильнее к себе, удержать его, и понимая, что Россия всегда воюет, всегда ей нужно воевать, как она только перестанет воевать, она развалится. Это империя. Ей нужно постоянно, ей кровь, это империя зла и лжи. Ей нужно всегда кровь, смерти, убийства. И тогда русский народ получает от этого удовольствие. Русские солдаты едут воевать на несправедливые войны, оккупационные, захватнические войны. И приезжают оттуда, кто живой, кто полуживой. И вот они герои, и Россия, народ, видя, что ведут войны, считает, что страна великая, вот мы завоевываем, все это круто. Поэтому после того, как они все это разворовали, им нужно было, чтобы народ отвлечь от этого грабежа. Народу дают то, что народу нужно, что ему необходимо, что он любит. Это войны. Русский народ любит войны. Русский народ любит убивать. Насилие, кровь. Вот что нравится русскому народу. Они начинают войну против Чеченской Республики Ичкерия. Мы не участвуем в приватизации. Мы на законных основаниях, как все, воспользовавшись вот этой КГБшной темой, выходим из Советского Союза и никогда не входили, мы не добровольно в Советский Союз не входили, мы никогда не входили добровольно в Российскую Федерацию. Затем, все это время Америка им помогает. Русский царь поехал в Америку, фактически стал на колени, его приняли. То же самое будет сейчас, вот вы увидите. Русские вот эти имперцы потом поедут, станут на колени в Америке. Тоже Господи благослови Америка скажут, без сомнения. Правда, теперь не будет так, как раньше. Теперь возьмут под контроль и будут обучать русских, выбивать из них вот эту имперскую заразу. Обучать их детей, как нужно быть цивилизованным. И как немцев когда-то. И вот американцы говорят, хорошо, если вы из своей колхозной системы хотите перейти в нормальную цивилизованную экономику, мы вам поможем.
Им создают биржи, на которых могут участвовать, у которых можно там, крупные компании могут участвовать, там, выкладывать свои акции, там, свои компании оценивать. И Ельцин, КГБ, Ельцин, он человек КГБ, они начинают создавать новую экономику. В Россию приходят иностранные компании, Макдональдс туда приходит. Когда приходит Макдональдс, это такой знак для всех крупных компаний, что с этой страной можно иметь дело, потому что Америка гарантирует безопасность любого бизнеса. И так и было с бизнесом, иностранным бизнесом. Никаких проблем в России не было за все это время, пока устраивали геноцид в Чечне, пока разгоняли разные митинги, убивали разных политических диссидентов, оппонентов. Никогда не было никаких проблем с иностранным бизнесом. Это была святая корова, священная корова, которую никто не трогал. И потом, когда эти люди захватили власть, совершили массовые преступления в Чеченской республике Ичкерия, совершали террористические акты, взрывали своих же граждан в своих домах, в метро, в автобусах, в троллейбусах, на вокзалах, где только, в аэропортах, где только можно. Где только они видели скопление людей, и им это было нужно, они взрывали. Все это сваливая на разных там террористов и так далее. И Россия поднялась, ей много что позволили, приняли во все международные институты, несмотря на то, что она совершает эти страшные преступления. Ее приняли во все международные институты, ее приняли в Евросоюзе, там, в Совет Европы, ее приняли в G20, в G7, стало там и так далее. А потом террористы. На территории России была страшная база НАТО, если вы помните, под Ульяновском, во время войны в Афганистане, когда американцам нужна была эта помощь. Американцам помогали, сами развязав эту войну, русские. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, который ныне сейчас в Америке, он это прямо рассказывает, что взрывы домов, попадание самолетов, атака самолетов на небоскребы в Америке 11 сентября, это дело рук российских спецслужб. Это говорит российский депутат, бывший депутат Боровой. К нему приходили ГРУшники, они ему это рассказывали. То есть Америку втягивают в войну в Афганистан и в арабский мир. Россия, вызвав доверие, упав на колени, помогая в какой-то степени американцам, вела двойную игру и использовала эту Америку. Она натравила ее в Афганистан. И взрывы, вот этих атака на дома 11 сентября, посмотрите, в Ютубе есть. Константин Боровой об этом открыто рассказывает. К нему пришел сотрудник ГРУ и сказал, будет атака самолетами на Нью-Йорк. Он пошел к американцам и все это рассказал, будет атака. Ему не поверили. И потом произошло это нападение. Это все зафиксировано. Он это все прямо говорил, не знаю кому, по-моему, он говорил это заму ФБР. Или даже начальнику ФБР, я не помню кому. Он полетел в Америку, это все рассказал. Он сперва пошел в посольство американское в Москве. Ему сказали, мы этим не занимаемся. Он полетел в Америку и рассказал там. Я вам расскажу очень много страшных тайн, которые кажутся, что это невозможно. Это возможно. Этому есть факты, доказательства. И Россия будет уничтожена, поверьте мне. Владимир Путин будет замочен в сортире собственной лужи. Вот что будет с Россией. Закончились игры. Англосаксы за последние 100 лет не проигрывали ни одной войны. Поверьте,
никаких проблем уничтожить Россию у них теперь нет. Вернее, проблемно это не простой вопрос, но он решаемый вопрос, и он будет решен. Так вот, пока Россия ввязывалась в войны, американцы, делали, озабоченность вызывали, да, Запад вызывал. Они озабачивались для озабачивания. Потом они выражали особые озабоченности. Вот они были очень сильно озабочены. В это время людей просто сжигали, просто в пепел превращали в Чеченской республике Ичкерия. И нужно было, Ельцин уже был пьяный, старый бич, которого уже споили, как и Брежнева, КГБшники. Он был полностью под их контролем. Он ничем не занимался, как сейчас и Горбачев. Он полностью старый, дряхлый, и управляется, контролируется гибнюками. Он лишнее слово не может сказать. Будет уничтожен. Он это знает и боится. Так вот, нужно было передать власть другому человеку. Другой человек, когда от Горбачева власть уходила к Ельцину, Ельцин это была кандидатура, которая минимально замечена в связях с КГБ. Тем более это не был действующим офицером КГБ, как Путин. Для того, чтобы Западу и Америке показать, что вот у нас нормальный человек. А КГБ сзади виляло хвостом, улыбалась, там, ой-ой-ой, там, да-да-да, поддерживаем Ельцина, там, он демократ и так далее. Ельцин не был никаким демократом, он был таким же фашистом, как все руководство фашистской России. И вот происходит следующее. Власть нужно передать какому-нибудь своему человеку, надежному, доверенному человеку. Это не значит, что этот человек станет полноценным хозяином этой страны. Станет кучка КГБшников, которая его туда подвела. Этот человек должен быть надежным. И усиленно они начинают искать этого человека. Или он уже был найден. И это все был спектакль, как они меняли премьер-министров. Помните, каждые 3 месяца, то они вот этого киндер-сюрприза, Кириенко, потом Примаков, потом Степашин, и потом уже Путина назначили премьер-министром. До этого Путин был директором ФСБ. Скорее всего, это даже был такой спектакль. Запутать. Директором ФСБ в 1998 году Путин становится директором ФСБ. Он усиленно, активно начинает вербовать чеченцев. В 1998-м дома взрываются только через год. Даже 2. Он, в начале 98-го приходит, и в сентябре взрывают, 99-го взрывают они свои дома. И Патрушев, бывший начальник Путина, зная, что это его надежный, проверенный человек, они его выдвигают и делают его президентом. Патрушев становится директором ФСБ, Путин становится президентом. Но перед тем, как стать Путин президентом, он взрывает дома свои, навербованные чеченцы у него есть, много что они делают, и запускают войну, новую войну против Чеченской республики Ичкерия. Одновременно с этим чеченцам внедряется ваххабизм, и чеченцев на религиозной почве начинают делить на суфистов и салафитов. И это им в определенной степени удается. Это факт. К сожалению. И вот Ахмад Кадыров, который был рядом с Асланом Масхадовым, там, муфтием и так далее, он становится во главе там суфистов против салафитов, и он там начинает натравливать людей друг на друга. Но я хочу рассказать вам про оккупацию России. Так вот, оккупация России, она произошла так, как они сами попросили. Им нужны были деньги и инвестиции.
Они совершают преступления в Чеченской республике Ичкерия, от которого они отмыться уже не могут. Они прокалываются на взрывах домов в 1999 году. И в итоге Запад опять закрывает на это глаза. В западные спецслужбы все знали, что взрывы домов это дело ФСБ. Вообще все люди об этом знали. Спецслужбы тем более. Американские спецслужбы об этом знали. Все закрывают глаза. Говорят, да, пожалуйста, становись. И Путин понимает, что рано или поздно с него спросят. Как спросили Саддама Хусейна за убийство курдов газом. Как спросили с Муаммара Каддафи. Как спросили с Слободана Милошевича. И в этом плане Путин, и его банда, в принципе, понимают, что им грозит. И Путин начинает активно вербовать здесь в Европе людей, засылать свою агентуру, ее огромное количество здесь в Европе. Ее надо вычищать, ее начали вычищать, ее вычищают и вычистят. От того, кого не найдут, тот заползет под корягу и будет сидеть и трястись, чтобы его не вычислили. Но рано или поздно и его вычислят. И вот в итоге у них план такой. Что они делают? Они отрезают себя от всего мира. Они, правда, не думали, что таким образом все это сейчас, как сейчас это произойдет. Они рассчитывали захватить Украину. Украина им нужна. Без Украины не может быть той идеи, той фантомной, болезненной идеи, которую строит Путин. А строит он великую Россию, в которую будет входить Украина, Беларусь, и кого он сможет достать. Вообще-то они рассчитывают до Берлинской стены дойти. До Берлина, полчасти Берлина. Как после Второй мировой войны. Вот у нас тогда был договор, и вот мы с тех пор вот так должны были жить, он говорит. И он начинает вести политику, абсолютно не обращая внимания на международное право. Вообще Россия будет соблюдать международное право только когда в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. И это сейчас уже на Западе поняли. Слава Богу, слава Богу. В итоге они начинают агрессию, которая давным-давно, и Дудаев об этом говорил, это с момента развала Советского Союза возвращение Украины в состав России был планом. Это не спонтанный план. Этому готовились десятилетия. Вербовали людей и все. Разваливали армию, разваливали СБУ и так далее. И мы все прекрасно увидели, как министр обороны оказался россиянином, СБУшник, начальник оказался, президент сбежал в Россию и тоже оказался их человеком. Поэтому Украина фактически была в их руках. Она просто выскользнула благодаря просто небольшой группе патриотов Украины. По факту. Это первое то, что произошло. А украинцы должны были готовиться. Готовиться должны были. Слушать надо было. Хотя бы Джохара Дудаева нужно было слушать. И вот сейчас Россия, оккупированная Америкой, выходит из-под оккупации. И она собирается уйти к Китаю, я так думаю. Потому что Китай это единственная надежда. Русские сами ничего производить не умеют, не хотят и не будут. Для этого они уйдут под Китай, отдадут земли, Дальний Восток и так далее. Это они так рассчитывают. Но скорее всего планы их немного будут изменены. И эта война может приобрести очень глобальные масштабы. Если Китай заступится за Россию, то санкции и та же недовольная энергия, которая сейчас идет на Украину,
на Россию, будет на Китай. В итоге может развязаться очень большая война с Россией и Китаем и всего цивилизованного мира. У этих стран есть ядерное оружие, у этих стран есть большие армии, у Китая есть неплохие технологии. Ну, русские танки и русские бомбы тоже очень хорошо убивают женщин и детей в роддомах. Русские фашисты любят бомбить роддома. Они у нас очень много роддомов разбомбили, очень много больниц, школ разбомбили, много целенаправленно детей убивали. Это фашисты. Самые настоящие фашисты. И вам, украинцам, придется это узнать на себе. Вы уже это знаете. Например, говорят, Харьков самый русский город там, и так далее. А вы знаете, что Грозный был самым русским городом? Вы знаете, что этот город они стерли с лица земли вместе с русскими, чеченцами и всеми остальными, кто жил в этом городе? Это фашисты, у них нету ничего. Это гибня, которая управляет. Вот у каждого народа есть какие-то свои культурные особенности, какие-то свои внутренние, как говорит Путин, скрепы. У украинцев они одни, у американцев другие, у чеченцев другие. Особенности такие. Есть общие какие-то нас всех объединяющие, а есть какие-то свои особенности. Так вот, у русских эта особенность, это империализм, что они великие, что у них граница нигде не заканчивается, что все должны говорить на их языке, что там они какая-то цивилизация. Конечно, это тоже обман, как и все, что делает Россия. Но это есть. И вот этой имперской заразой русские убивают людей. Но это будет вылечено. Все, настало время вылечивать фашизм из русских. И я думаю, Китай, 50 на 50, может не заступиться, может втихаря помогать, открыто не заступиться может. Но если он заступится, он получит то же самое, что получила Россия. Все те же санкции, все то же самое. Поэтому есть вероятность, что все-таки Китай останется в стороне. Но он не останется в стороне при дележке России, дербане России. А этот дербан произойдет однозначно. Потому что на 5-6 государств нужно будет разделить Россию. И это все происходит, мировое устройство меняется. И эти страны должны будут быть полностью под контролем. Ядерный арсенал полностью химический, биологический, бактериологический, какой у них там есть. Все это должно быть изъято. И это однозначно произойдет. Потеряем мы в этой войне, Третьей мировой войне, которая началась в Чеченской республике Ичкерия, этими же людьми, потеряем мы 10 миллионов людей, человечество потеряет 100 миллионов человек. Ну все как во Второй мировой войне, там сколько миллионов потеряли. Русские говорят, они там сколько, 42 миллиона только русские потеряли, 7 миллионов немцы потеряли. Ну и много кто потерял еще. Ну, пускай 50 миллионов будет. Но даже если 100 миллионов погибнет вот в этой Третьей мировой войне, и я могу оказаться, я не говорю об каких-то неизвестных там людях, я говорю и о себе в том числе. Даже если 100 миллионов погибнет, Россия будет взята под контроль. И никаких шансов у России нет. Фашистская Россия. Так что вот из какой зависимости от оккупации русские хотят выбраться. Они хотят отсоединиться от всего мира, создать свое дворянство, свое царство. И в этом царстве КГБшники будут дворянами, остальные будут их прихвостни, их агенты будут чуть ниже сословием,
а кто не является агентом, те будут вообще там мусором, холопами обычными. Так они планируют. Но, к сожалению, их планам не суждено сбыться. Слава Богу. Вот как-то так, как-то так. Давайте я почитаю ваш комментарий. Почитаю комментарий. Так, я чуть перемотаю. Тебя найдут, философ Сергей Рейдер. Сереженька, Сереженька, меня не надо искать. Я живу в городе Гамбурге. Меня зовут Арцуев Аслан. И ваши ублюдки из ФСБ знают, кто я такой. И давно охотятся за мной. И на моих родственников охотятся в Чеченской Республике. И там их пытают, все делают. Вы ублюдки, понимаешь? Вы ублюдки. И даже если я умру, вы останетесь ублюдками. Понимаешь? И ты лично ублюдок. И твое ФСБ ублюдок. И твой Путин ублюдок. Под забором. В луже зачаты. Так, вала бьехум шуиш. Я мадуцек эулец. Керста, раски бюте, раски эл, умадацу, кир макир. Раски эл, ФСБ эл, Путин эл, Патрушев эл. Доч от далдах шмагир, кир макир. Умагир дачун. Кадира уичи, керсти вош, иш идеши цунах цандал герч. Керст вац, Путин вац, Патрушев вац. Үш сатанищ бу, үш бу вай байнаш. Вел волчи, вай бехте волчин, цеях дун дюнал то. Дух ледер махи лума дачун, да дух да дольшу. Сказочник, иди своим детям, расскажи сказки. Обязательно. Что вы делаете? Это вы делаете войну. Конечно, это мы делаем войну. Это наши танки разрушили вашу Москву. Это украинские танки сейчас разрушают вашу Москву. Конечно, это мы делаем. Конечно, а кто еще? Украина это будущий Китай. А у тебя есть чем думать? Так, Украина сказочная страна. Так. 100% правда, брат. Да, дякую, брат. И в Америке так... Эй, еле борз бошик. Борзам яйцеро. Велуэло ханяуэл. Маледер сегуко. Дюнал цатуахон. Акучу örsunarım жазде. Шу дан дюнал цату расқи эл. Америка юца. Америка маит. وحوينك حوري داوينك غاسقي مبو. Путин эл, Патрушев эл, ФСБ эл, МВД эл, Министерство обороны эл, российское. Уж сатанищ мабу. Хотя ахчалуш лилия шууи. Хотя вохквелу. Хюгер жоп дювардо нохчи, кому нохчи пачалкой. Хюгер Хасан Болчарги. Слава Ичкери. Так, на какие государства? На какие государства? Тоже хороший вопрос. Скорее всего, будет Кавказский союз. Весь Кавказ отделится. Будет Дальневосточная республика. Будет Московия, ближе к Москве. Кёнигсберг, Германия вернется. Курилы уйдут к Японии. Татарстан отделится, станет государством. Башкортостан вместе, наверное, это будет. Ну, вот как-то так. Как-то так это будет. Если не Кадыров, Чечня не было бы такой красивой. Марьям, ты говоришь очень большую неправду. Если бы не Кадыров, наша страна жила бы, процветала бы. Но Кадыров это только инструмент, который продался русским фашистам. На самом деле наш Грозный был очень красивый город, самый красивый, самый зеленый город на Северном Кавказе. И русские фашисты пришли и разрушили его. А Кадыров построил 3 высотки, 4 высотки там. И все, что он сделал. И, ну, и, конечно же, отмыл очень много денег.
Ради кадыровца люди дышат. Что за бред? Путин дебил. У вас хакая, что? Корон. Аул. Хорошо вас смотреть без звука. Смотри без звука. Про себя говорит так. Умничка. Дякую. Почему ты здесь это говоришь, если такой смелый? Иди Путину и Кадырову скажи это. Ну, смотри, Кадырову, Путину я говорю, вот видишь, я это открыто говорю. Они все это слышат, они каждое мое слово они фиксируют, возбуждают уголовные дела против меня. Уже у них целая там стопка этих дел, которые на меня заводят. И в открытую сказать это, ну, подвергнуть себя смертельному риску, потому что эти люди убийцы, преступники, они убивают людей за слова, за мысли преступления, как в Советском Союзе. Поэтому я не считаю нужным, что я должен уйти. Но я тебе скажу одно. Если Путин и Кадыров вдвоем придут, я один выйду против них. И в лицо им скажу, пускай приезжают сюда. Но они трусы, и они не приедут сюда. Они никогда не приедут. Ваш бункерный пес, ваша бункерная крыса, она даже боится там близко к себе человека подпустить, ближе 10 метров. Там какая-то безопасность там и так далее. О чем ты говоришь? Очень грамотный мужчина, дуже дякую. А вы в Грозном тоже можете такое говорить? Или только в Европе такой герой? Я только что объяснил, что наш Грозный оккупирован русскими фашистами, ублюдками, которые захватили мою страну и убили 300 тысяч моих граждан, в том числе русских, среди которых 42 тысячи детей. Это от миллиона нас. То есть 30% русские фашисты убили. На глазах у всего мира. Поэтому говорить в городе Джахаре я буду в ближайшее время. Может это год займет, может несколько лет. Я буду в своем городе Джахаре, бывшем Грозном, и буду говорить все, что посчитаю нужным. Ферштейн? Сколько еще будет война? Я не знаю. Она может очень долго длиться и очень сильно разрастись. Когда нечего сказать, всегда оскорбления идут. Баракаллаху фик, брат, ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам. Да, это там, да, Казахстан. Вам, походу, атомную надо. Акомную надо. Не понял тебя. Все нормально сидят в России в тюрьме или в могиле. Кадыров все сделал ради своего народа. Да, разграбить своего ради русского народа он много что сделал против чеченцев. Путин и Байден цаук. А она, да, болтается даже. Брат, ты правильно все говоришь. Спасибо. А у вас своя правда, у нас своя. Да, у вас фашистская правда. Ты террорист, говорит по-русски. И ты террорист. Я не русский. Я не террорист. Я не русский. Я чеченец. Русские террористы. Вот ты сказочник, еще с земли долетай, беситай. Соук ичкириец останется. Хил. Машвойло. Не смеши народ. Не смейся туда. Почему вы не воевали тогда дальше легко это сказать? Во-первых, легко пишется через Г. Мария. Во-первых, хозяйский язык надо знать. Во-вторых, это не твоего ума дело. Воевал я, не воевал, это мое личное дело. Совой зион, совой сумаму озеру. Мы сегодня видели в Германии, как вы с пленными поступаете. Мы сегодня видели в Германии, как вы с пленными. Что за бред? Мне интересно, кто такие фашисты в вашем понимании? Пожалуйста, объясните. Люди, которые поддерживают Путина и поддерживают оккупацию Чеченской Республики, Ичкерия, войну сейчас против Грузии и против Украины. Вот это и есть фашисты,
которые хотят для чего-то чужих земель. Ваше Аллах дал Аушуэло. Амин, Дерейсхуй. Респект за подарок. Да кто ты такой? Как ты сидишь только Расуля? Так, Ашлук. Что за Ашлук? Так, ассаламу алейкум, алейкум салам. А так ты из Германии? Абсолютно верно. Казахстан, респект. Дякую, респект за подарки. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Россия, и я не буду повторять, что говорит Андрей Кузенко. Спасибо, спасибо. Да они не опустят до твоего уровня, ни Кадыров и ни Путин, говорят. Они не опустятся, они не поднимутся на мой уровень, понимаешь? Эти ублюдины. Они побоятся пойти ко мне один на один. Прислать своих ублюдков убить меня они могут. И присылали, и пытаются это сделать. И, вероятно, возможно, даже им это удастся. Но ублюдками они останутся в любом случае. И никогда вы не увидите страх от нас, что мы вас боимся, что вот этих... Это вы привыкли трястись, а мы никогда вас не боялись. Никогда. Мы презирали вас, вашу армию, ваших этих бандитов. Так что все нормально. Правда, что чеченцы пойдут за Украину? Чеченцы уже за Украину, их там очень много. Со всей Европы туда едут чеченцы. Слава чеченцам тут пишут. Так. Так. Халим, респект, 90 входит в топ-1 зрителей. Респект. Дуже дякую. Слава Украине, ребята. Героям слава. Путин весь мир на колени поставил, а вы только можете здесь рассуждать. Я просто удивляюсь с вас. Вы где живете? Чем вообще думаете? А? Друзья, расскажите, пожалуйста, мне. Путин на колени не может никого поставить. Путин стоит сам на коленях. Причем нагнувшись еще. Понимаете? Путин не может на колени поставить никого. Он только своих вот этих хлопов может на колени ставить. Они сами становятся. Видели, как они просят там? Путин там, проведи воду, там, урезонь своих чиновников, там, проведи свет и так далее. Вы меня смешите на вечер вот сегодня. Так, респект отправил мне очень много разных вещей. Спасибо тебе, респект. Почему говоришь плохо о всех русских? По-русски я не говорю о всех русских. У меня есть друзья русские. Но пока вы не определитесь, как мы между нами, чеченцы и кадыровцы, до тех пор я не знаю, как вас делить. Давайте определяйтесь, я не вижу такого сопротивления. Есть какие-то Навальнята, какие-то Миловы, Каспаровы, Ходорковские. Все люди из системы КГБ. Это здесь на Западе вы можете их дурить. А мы-то прекрасно знаем, я вашу систему всю свою жизнь изучаю. Просто потому, что мне это было интересно. Респект, спасибо еще раз. Понимаете? На колени вы не поставите никого. Знаете, в чем дело вообще было? Просто на Западе не могли понять, что вы настолько просто отмороженные, просто конченые. Он ваш Путин, и вы, они не могли это поверить. Конечно, заносились бабки, там агентура работала у русских. КГБ, надо признать, я это признаю, это очень мощная организация. Столетняя, вековая организация со своими традициями, как убивать, там, как расчленять, как аккуратно убивать там, и так далее, как врать. Самое сильное оружие русских – это ложь. Мне сами они эти ваши, я работал адвокатом в Москве, я это знаю прекрасно. Там по секрету, там разные ваши пробалтывались. Самое сильное оружие, я в этом убедился, но ложь имеет обратный эффект. Рано или поздно ложь, она, как сказано в Коране, явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Поэтому ложь идет погибель, рано или поздно.
Вот что делает Россия. Вы должны, русские, должны стать на колени и извиняться, откапывать трупы. Вы знаете, сколько в Чеченской Республике массовых захоронений. Вы знаете, что эти высотки, которые сейчас мне тут пишут, что там Кадыров там город сделал. Вы знаете, что вот эти высотки, вот это сердце Чечни, мечеть стоит, она стоит на месте массовых захоронений. Вот там массовые захоронения были. В домах вот запах, понимаете? Запахи там есть. Потому что все пропиталось. Как немцы руками откапывать трупы вы начнете, которых вы ни за что убили, вот тогда мы скажем, да, все русские не виноваты. А так, да, есть отдельные люди русские. Абсолютно. Мои друзья есть. Вот Андрей и Инна Курочкины. Я с ними дружу. У меня в России есть друзья. Я много лет прожил в России. Всю свою сознательную жизнь прожил в Москве, в Санкт-Петербурге. И у меня там очень много друзей. Но если они против независимости моей страны, они автоматически не становятся... Я терял. Вот какая ситуация. Русские, вы в очень плохом положении. По православной традиции, по христианской на колени нужно. И попросить прощения. А эти преступники должны руками откапывать вот эти кости, которые там остались. И сейчас то, что вы в Мариуполе делаете, во всей Украине то, что вы делаете. Вот тогда вас простят. Так не бывает убивать людей массово, убивать женщин, детей, а потом говорить, а мы ни при чем. При чем? Русский народ при чем? Русский народ молчит. Русский народ беспокоится, когда ему убирают Макдональдс, но он не беспокоится, когда его самолеты бомбят Мариуполь. У вас все в порядке с головой? Вы еще кого-то Путина поддерживаете. Вам плакать надо. Вам извиняться надо. Понимаете? А русскому считается, я вас очень хорошо знаю, русские. Вы нас не знаете, вообще, чеченцев. Но зато я вас знаю, потому что я прожил среди вас. Очень хорошо знаю. Вам кажется, что если вы извинитесь, это как-то ты опустился. А если ты не извиняешься, ты крут. Это не так. И у нас, чеченцев, это не так. И у немцев это не так. И у любых людей, нормальных людей, это не так. Если ты провинился, если ты сделал что-то ужасное, нужно извиняться. Нужно заглаживать эту вину. Они говорят, а я ни при чем. Да, фактически вы ни при чем. Я знаю, вы биомасса, вы ничего не решаете. Да, там Путин решает, вы можете сказать. Или там Андропов решает, или там Горбачев что-то там решает. Брежнев там войну начинает в Афганистане. А мы ничего не решаем. Да, вы ничего не решаете. Но эти солдаты, когда едут туда и возвращаются, вы этих солдат считаете героями. Вы выходите за них замуж. Вы с ними живете. Вы делаете, там у вас, вы в школы называете им, там, вывешиваете их портреты погибших там и других. На захватнических, несправедливых войнах погибших. И вы с этим миритесь. Это ваша скрепа, вы с этим согласны. Большому сожалению. Для нас. Ну и теперь уже и для вас. Настало время расплаты. И она, поверьте, будет очень, очень, очень справедливой и не очень приятной для вас. Вы можете убить, как я сказал, еще 10 миллионов людей, еще 100 миллионов людей вы можете убить. Спасибо, респект, еще раз. Вы можете убить еще 100 миллионов людей, но конец России уже начался. России уже не существует по факту, как не существовало Советского Союза за 2-3 года до его кончины официальной, когда мы об этом узнали. Точно так же Российская Федерация уже не существует. Мир меняется, и он очень сильно поменяется. И русские будут отвечать за все преступления. Военные и политические силы России должны понести ответственность за все преступления, которые вы совершили. И я молю Бога, чтобы это случилось как можно быстрее. Так, Дубистый Аслан, добрый вечер.
Приветствую, Пантер. Путин срався. Так. Вас весь свет ненавидит. Андрей Кузенко. Андрей, вы это про кого? Я знаю про кого. Если вы не боитесь, езжай в Чечню. Если я не боюсь, это не значит, что я должен с 15 этажа выпрыгнуть. Где логика? Идти на смерть вы мне предлагаете? Или в тюрьму, пытки, унижение? Смерти я не боюсь. Я когда принял решение, я знал, к чему я иду. Я знаю, что такое Россия. Я знаю, что такое КГБ, ФСБ. Я эти материалах дела, их запытанных, невинно осужденных, я все это вот через это сердце пропускал. Все читал, видел, участвовал в этих процессах в качестве адвоката. Поэтому я знаю, что мне грозит. Тут они могут меня застрелить, если им удастся. Или каким-то другим общественно опасным способом меня убить. Это они умеют, в этом они профессионалы. Но мне не стоит ехать в Чечню и явно сдаваться. Это в отличие от Навального, которого посадили, который является их человеком, со мной не будут так церемониться. Мне не позволят там выходить в эфиры, там передавать сообщения и так далее. Я буду жестоко запытан и убит. Если я не соглашусь извиниться там и так далее. А я не соглашусь. Значит, буду жестоко запытан и убит. Я знаю свою судьбу. Но это не изменит моей борьбы против вас, фашистов. Так, ассалам алейкум. Ва алейкум салам, Чечня антитеррор. Не за что, брат. Халим, респект. Баркал, брат. Только перед Аллахом каждый чующая леха корорду. Каждый чун. Дал мула. Перед вами на колени что ты несешь. Видишь, ты вот как ты это относишь? Перед вами на колени что ты несешь? Ну, вы убили 30% моего народа. Это считая только вот в этой войне. А так вы миллионы нас убили. Вы Кавказ вообще. Вы знаете, когда вы пришли на Кавказ, кабардинцев или карачаевцев там 4-5 миллионов было. Или 14 миллионов было. 4 миллиона, по-моему, было. Вы их убивали, вы подкупали их дворянство, стравливали их тому. Вы знаете, почему Красная Поляна называется Красная Поляна? Там вы черкесов убивали и сбрасывали их в воду. Она вся была красная от крови. Вы там массовые казни устраивали. Вы устраивали геноцид черкесов, как и чеченцев и других народов Кавказа. А потом эти трупы бросали в воду. И потом эти трупы волны прибили к берегу, и какой-то французский, по-моему, путешественник оказался в этих местах, и он видел километры, усыпанные костями человеческими, побережье вот этого моря. И вы считаете, вам не надо извиниться? Вы считаете, вам не надо по христианской традиции? Правда, вы сатанисты? Ваш Путин сатанист. У вас в центре Кремля лежит труп человека, который убил миллионы вас же. В стене величайшей, великой вашей красной стене лежат Сталин и другие ублюдки, которые вас убивали. Вам что-то нужно делать, ребят, у вас большие проблемы. Вам не надо людей учить, вам надо у людей учиться. Иду назад, кадыровцы стреляют. Так, они всегда... В 2004 году вы делали что? А в 2014 году вы что делали? Что молчишь? В 2014 году, когда началась война, я расскажу теперь свой путь, как я оказался в Германии. У меня родители с 2001 года жили в Германии. Я работал, учился в Москве. Остался и не поехал. И в 2014 году, когда началась война, я работал адвокатом, и все мои коллеги резко воспылали любовью к Крыму.
передо мной они про Чечню ничего не говорили. Моя позиция во всем нашем коллективе была понятна, что Чеченская республика русскими оккупирована. В Москве все знали, мои коллеги знали мое отношение к этому. Посажен гауляйтер в лице Кадырова и так далее. Но вот когда они начали, и про Чечню никто плохо не говорил. Вообще эта тема боялись, даже когда пьянки устраивали, боялись упоминать Чечню и что-то сказать про чеченцев плохое. Но когда началась война в Украине, Крым был оккупирован, все мои коллеги, знакомые, друзья некоторые сошли с ума. Крым, Крым, Крым. Я спрашивал, почему вы никогда не говорили про этот Крым? Почему вы не ездили никогда туда отдыхать? А теперь вы тут только про Крым и говорите. В итоге у меня начинались конфликты, ссоры, переругался со многими. Но я открыто говорил. А все это время за мной усиленно вела слежку ФСБ. Я это знал, ощущал. Устраивались разные провокации. Пару раз я чуть не попал в разные их расставленные сети. Может быть, некоторые и попал. Не знаю. Потом было совершено на меня покушение, и я уехал. Потому что я или был бы убит, или сел бы в тюрьму. Я уехал. Я понял, что я бороться за Украину, из которой взойдет солнце свободы для моей Ичкерии, я смогу только за границей. Я приехал сюда. И с 2014 года я стою на страже информационном Украины. На YouTube-канале Reality, который я завел в 2018, по-моему, году. Я открыто тогда стал выступать. Здесь на митинги начал ходить, и на митинге меня сдали кадыровцы, стуканули на меня, кто я закрывал лицо, пытался не светиться. Но обо мне узнали. Ну и я подумал, что мне прятаться. Ну и начал открыто выступать. И на митингах, и потом завел YouTube-канал. И на YouTube-канале, этот YouTube-канал постоянно мой гасится, как только могут. Российской Федерации, фашистской Российской Федерации, так называемой Федерации. Федерация она никогда не была в юридическом понимании этого слова. Российской империи фашистской. Роскомпозор запретил мой YouTube-канал. Уже второй, кстати говоря, запретил. Один Аслан Арцуев канал, другой Reality. Был запрещен. И всячески, там списываются подписки, уведомления не приходят, комментарии, я даже комментарий у себя на канале пишу, кому-то отвечаю, он не проходит у меня. Таким образом, меня пытаются заглушить, а своих блогеров, которых они наштамповали, их поднимают, их раскручивают, они говорят и так далее. Но, как говорится, хороший товар оптом не бывает. Поэтому у меня очень хорошая аудитория, очень хорошие друзья, которые собрались, мои соратники. Мы отлично видим, куда нам нужно идти. Мы все время поддерживаем Украину. Все это вообще даже не обсуждается. Человек, поддерживающий Ичкерию, автоматически обязан поддерживать, должен поддерживать Украину, потому что солнце свободы зайдет со стороны Украины. Ваш враг, наш враг. Ваша свобода, наша свобода. Говорим мы украинцам. Поэтому я с первых дней, я расскажу еще одну историю. До начала войны в Украине у меня были знакомые. Я адвокат, и у меня очень много ко мне обращалось людей, которые нужно было там где-то что-то написать заявление, написать бумагу, где-то что-то сделать там и так далее. И просто знакомые приводили своих друзей, напиши там так-сяк, по-братски и так далее. И вот тогда я узнал от некоторых таких бандитского направления ребят, чеченцев, что в Крым возят пистолеты Стечкина. Обычные травматические пистолеты, травматы. Пистолеты Стечкина, которые переделают. Это было до 2014 года. По-моему, это был 13 год. Или даже 12. Скорее всего, это был 13 год.
возили пистолеты Стечкина, травматические, которые переделывались под боевые. И вот эти ребята туда их возили. И нынешний глава Крыма, Гоблин, кличка Гоблин, он был их другом, он принимал у них эти пистолеты. Ну, бандиты возят оружие, занимаются торговлей оружием, наркотиками там и так далее. Если я что-то знаю, ну, я много что знаю, да, будучи адвокатом и чеченцем, очень много информации я имел по этому поводу. Ну, возят, что-то там занимается. Там. Я это услышал и забыл. А потом я узнал, что один из тех, кто возит это оружие, является сотрудником российской военной разведки. И вот тогда я забеспокоился. Я сказал своему знакомому, который там был где-то причастен, я ему сказал, ты что делаешь? А этот мой знакомый был бывшим солдатом ополчения нашего, партизан. Очень хороший парень, очень смелый парень. Ну, тоже жил под другими документами, там, потому что он был в розыске и неплохо успел себя зарекомендовать в русско-чеченской войне. Парень был. Он жил под ложными документами и так далее, и так далее. И я ему сказал, ты что делаешь? Ты вроде бы вчера был на нашей стороне, а теперь ты с этим ГРУшником возишь оружие, что-то там мутишь, какие-то темы там проворачиваешь. Это ненормально. Что ты делаешь? Он сказал, что это те травматы, пистолеты, которые возят, это ерунда. Туда возятся огромные партии оружия, завозятся. И что он больше не будет иметь с ним дело, но так как он там ввязался в какую-то историю, ему надо закончить, получить какие-то деньги и так далее, и так далее. И когда он сказал, что возятся большие партии оружия туда, я сразу понял, что будет то же самое, что было в Чеченской Республике. И начал писать во всех чатах, во всех социальных сетях, в которых я тогда был. Украинцам, украинцы, дорогие, у вас будет война. Это стопроцентный факт. У нас был голосовые чаты были, Зело. Я там об этом говорил. Надо мной посмеивались украинцы. Украинцы себя вели как русские. К нам, по отношению к нам, большая часть так относилась. Не с недоверием, с опаской и так далее. И мне не верили. Сейчас я немцам говорю, русские собираются дойти до Берлинской стены. Буквально позавчера я встречался с уважаемыми людьми, и им это сказал. Они посмеялись. Я сказал, украинцы тоже смеялись, как и вы. Тогда они перестали смеяться. Вот такие вот дела, понимаете? Я в этой теме очень давно и очень хорошо слежу и по разным их симптомам, по разным их поведению, их разным поступкам я приблизительно могу понять, что они затевают. И, конечно, это им очень мешает. Мешает мой канал, мешаю я. Ну, я достаточно уже успел сказать, что когда, и если меня не станет, это мои слова станут в 10 раз, 100 раз сильнее. Потому что это будет подтверждением, что реально, оказывается, за ним охотились. Ведь некоторые, ну, не все же знают, даже когда я говорю, не все верят в это, что за мной там какая-то охота. Но я с самой большой колокольни Гамбурга плюю на них, на всех, на этих ублюдков. Скоро я буду на них охотиться. С ручкой и с бумагой. И посмотрим, кто из нас победит. Так, слава Украине, героям слава. За что извиняться? Мы все правильно делаем. Что вы не извинялись в 2014? Я не понял твой бред. Когда американцы будут извиняться? Так, до свидания, расплаты не будет, можешь не мечтать. Конец России у тебя. Эй, ты, ублюдок, вали отсюда. Лучше жить тихо, мирно. Да вот, не дают они тихо, мирно жить. Не дают. Так, они не умеют так жить. Так, да. Тихо, мирно, это под оккупацией, доверившись
свою судьбу, судьбу будущих поколений фашистам, ублюдкам доверить. Это вы называете тихо, мирно жить. Что вы сделали, русские? Просто я вам один пример. Со всеми народами вы поступали подло, коварно, лживо, жестоко. Один пример я вам приведу. В 1941 году, в 1939 году начинается Вторая мировая война, русские фашисты и немецкие нацисты вместе начинают воевать против Польши и других стран. Им, конечно, нужно мясо, нужна мобилизация. И набирают всех. Кто отказывается, их всех расстреливают, репрессируют и так далее. Вы знаете, при Сталине это был короткий вопрос. То же самое, кстати говоря, сейчас будет в России. Об этом я говорил давным-давно. Будут зачистки вокруг окружения Путина, массовые репрессии. Все по сценарию, все уже разложено. Смерть шпионов, вот СМЕРШ будет участвовать. Будут массовые казни, массовые убийства. Мораторий на смертную казнь будет отменен. Опять смертная казнь будет. Там быстро тройка будет судить, быстро расстреливать и так далее, и так далее. Это все России предстоит сейчас. Ну так вот, начинается война, и на войну забирают всех чеченцев. Кто отказывается, как мой брат моего дедушки, 16-летний пацан его забирали в 16 лет, он отказался. Его без вести, все, его, видимо, НКВДшники расстреляли, все, без вести пропал, нам сказали. Он отказался идти воевать. Это по маме у меня дед. По отцу деды все пошли воевать. Были обязаны и пошли воевать. Так вот, мой дедушка в 1944 году был в разведке, был очень хороший специалист, получил ранение и лежал в госпитале в 1944 году зимой. И в феврале месяце ему приходит сообщение. Вот как вы только выздоровеете, вам нужно ехать не в Чеченскую республику, не Чечено-Ингушскую республику, тогда она называлась ЧССР, а в Казахстан, в Сибирь. А почему, он спрашивает? А ему говорят, ну твои родственники все там. Как там? Я воюю тут на фронте, а мои родственники как это перебрались в Казахстан? Не волнуйтесь, перебрались не только ваши родственники, а все чеченцы перебрались в Казахстан и в Среднюю Азию, в Сибирь. То есть всех наших мужчин отправили на фронт, и когда уже перелом произошел в 1944 году, войска советские находились уже в Европе, и немцы отступали, и был уже проигрыш России был очевиден. Подло, коварно, по-русски выслали женщин, детей и стариков в Казахстан. Но я называю это не депортацией. Депортация – это законное действие перемещения лица или группы лиц с одной точки в другую. Это не депортация, как говорят русские фашисты. Это был геноцид под видом депортации. Везли, куда можно доехать за 3 дня, везли 3 недели. Люди мерли по пути от голода, от холода. Никто никому не сказал, когда собирались их выселять. Можно было взять с собой документы только, и все. Одежду, и все. Никто им не сказал, что они уезжают надолго. Им сказали, собирайтесь, вот мы все собираемся. Подгнали американские студебекеры, которые нужны были фронту. Ну, выделили для очень важного дела для чеченцев и ингушей. Загрузили в студебекеры, в вагоны поезда потом. Никакие это не были, как русские нам сейчас рассказывают, какие-то там с буржуйками. Это были обычные скотские вагоны, в которых скот перевозят. Никакой отопительной системы, никаких буржуек там не было. Люди умирали от холода, люди умирали от голода. За первые 3 года, когда мы туда приехали, наши женщины, дети и старики туда приехали, погибло около 60% чеченского населения. Людям давали на 10 семей 1 лопату и говорили, копайте себе землянку. Зимой уставшие, голодные, обессиленные люди просто семьями вымирали. И что сделали КГБшники? Они сказали местным казахам, что к вам едут люди, которые едят детей.
И этот слух был очень сильно распространен. И потом наши старшие рассказывали, когда мы туда приехали, мы думали, да, мы умираем с голоду, нам тяжело. Эти люди нам не помогают. Некоторые помогали, вначале боялись, не помогали. Потом поняли, что все-таки мы не едим детей, и начали нам помогать. И не было детей у них, у этих казахов, у русских, кто там жил, у этих людей. И чеченцы говорили между собой, ага, какие бедные люди, у них даже нет детей. Оказывается, они просто прятали своих детей от чеченцев, потому что чеченцы едят. Вот кто такие русские. Вот что такое Россия. Вам верить – это самоубийство. И ты предлагаешь ничего не делать, смириться и на поколение вам довериться. Моя семья, мой личный дед, отец моего отца, пережил вот этот момент. Вы предлагаете и мне так пережить? Нет уж. Лучше я буду против России и против фашистской России. И пускай, если меня выселяют и убивают, то хотя бы я сделаю вред этой России. Потому что другом она мне никогда не была и никогда не будет. Извиняться вы не собираетесь. Но вас заставят извиняться, поверьте мне. И вы Путина сами привезете в Гаагу. Когда жрать уже, когда живот к позвоночнику прилипнет, тогда начнете своего этого ублюдка вытаскивать из бункера, выковыривать. Так, давайте дальше. Вы тут много комментариев написали. Ты историю почитай, потом посмотришь, кто кого убивал. Да иди отсюда. Так, я перемотаю, друзья. Если что, не обессудьте. Очень много комментариев. Я просто сегодня всю ночь потрачу. Так, друзья, ставьте лайки, распространяйте наши видео в социальных сетях. Пожалуйста, пускай нас больше увидят. И еще объявление. У меня есть канал на TikTok. Аслан Арцуев называется. Меня так зовут. Подпишитесь на этот канал тоже, потому что этот канал постоянно атакуется. Не дают они мне проводить стримы. А там должно быть 1000 человек подписано, чтобы я мог выходить в эфир. Чтобы в случае, если мой этот канал будет забанен, я сразу мог выходить в эфир тот. Пока идет в Украине война, мы должны все активны быть, разоблачать Россию в информационном плане и помогать Украине. И слава Украине. Марина, не говори, мы знаем, кто кого боится. Так, Марина, выпей молока, отпустит. Алейкум ассалам. Где это? Как бы вы ни поступали, нас везде боятся. Конечно, боятся. Конечно, боятся. Боятся, что вы нагадите где-нибудь, подъезд запачкаете. Конечно, это же неприятно. Все боятся. Но так вас не боятся. Я вам ответственно заявляю. Так, Марину все успокаивают. Марина, они завидуют. Марьямчик, Марьям, ты, получается, да, какая-то кавказская, наверное, да, или татарская, бедолага. Мне тебя очень жаль. Ты знаешь ведь, как тебя называют? Так, полстраны в политике из КВН. Так. Все хвастались НАТО, а они на вас. Так, будешь материться, вылетишь отсюда. И НАТО, и Европа поступили правильно. Как говорил Джохар Дудаев, у нас нет ненависти к русским. Просто есть отвращение, как к дохлой скотине, он сказал. Ну, можно переделать на дохлую свинью. Да, тебе в Америку надо. Не надо мне в Америку. Я с мамой, с папой хочу побыть. Заставят, брат, это очевидно уже. Дал мула. Фрайгайт. Россия назад. Нас никто не заставит извиняться. Если что-то пойдет не так, у России есть атомные бомбы. Да, это у вас есть. Из-за этого, конечно, у вас немножко по-другому к вам подойдут. Но оно вас не спасет. И смотри, я вот это все рассказываю. Ты говоришь, ты не принимаешь вот эти обвинения, которые я говорю. Потому что ты такая же свинья. Ты такая же ублюдина, как и твой Путин. Вы убиваете, сегодня вы убиваете украинцев, которых, русских вы там убиваете.
будьте вы прокляты. И все равно мы не будем извиняться. Вот что вам важно. Извиниться для вас это опуститься. А для нас, чеченцев, извиниться за виноватость, это мужество, это достоинство. Вот какие мы разные. А для вас извинения это просто пасть так низко и так далее. Ублюдки просто, конченые. У них агония от безысходности. Абсолютно, Адам. У них будет агония. Это еще не агония. Она началась. Но она еще не та, которую, когда она будет буквально через полгода. Через несколько месяцев просто. Все будет, не волнуйтесь. Все будет. Они даже не понимают, что сейчас с ними происходит. А им наступает полный капец. Так. Слава Ичкерии, с героем слава. Слава Украине, слава Ичкерии, Аллаху Акбар. Я чеченка. Чеченка, ты писать научись. И через Е пишется чеченка. Никакая ты не чеченка. Ты русская, самая настоящая. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Так, я не бедолага. Ты самый настоящий бедолага, мне тебя жаль. Давай встретимся в Германии. И что с тобой говорить? Завидуют вашим туалетам. Продажная. Так, потому что я жил в Донецке и все знаю. А, да ты мужчина, мужик. Аслан, один вопрос. Братан, что вы скажете в деле Литвиненко? Если знаете, скажите, пожалуйста, спасибо. Дело Литвиненко – это террористический акт, совершенный русскими фашистами в центре Лондона. Причем они, смотрите, как это было. Александр Литвиненко – это достойнейший человек, русский человек, который осознал всю преступность вот этой власти, всю пагубность для России той политики, которую ведут эти фашисты, был в этой системе, осознал и сделал шаг, смелый шаг, отчаянный шаг. И начал разоблачать. И взрывы домов начал разоблачать. И многое другое. И тогда Патрушев, директор ФСБ тогда был, он сказал, у нас есть оружие, которое, как же он сказал, которое какое-то такое суперсекретное оружие, о котором вы типа не знаете. Это такое оружие, от которого люди умирают, и никто не знает, как это произошло. И Луговой и Ковтун были такие два чувака. Луговой и Ковтун приехали, подсыпали ему полоний в чай и убили Александра Литвиненко. К большому сожалению, англичане долго делали вид, что это не Россия. Затем фашисты снова уже химическую атаку против Скрипаля устроили, Скрипалей, семьи. Ну вот, как-то так. Александру Литвиненко я отношусь к его памяти с большим уважением. Считаю его настоящим мужчиной, настоящим человеком с большой буквы, который сделал шаг. Да, его убили, а мы все умрем. 90 лет мы умрем или в 100 лет. Ну, несправедливость и та страшная правда, которая есть и скрывается этими фашистами, он ее открыто назвал как есть. За это был убит фашистами. Луговой сейчас сидит депутатом в Государственной Думе, Ковтун там неплохо устроился в Москве. Но рано или поздно всех тоже спросят, как и сумасшедшего вот этого Гиркина и других ублюдков, и мерзавцев, и подонков. Ну вот, коротко, если так. Россия говно, оттуда и агония. Так, если вы такие правильные, почему ты молчал 8 лет, когда в этой же Украине убивали детей?
Так я не молчал, я же тебе рассказываю. Я из-за этой Украины приехал сюда, оставил работу, друзей, налаженную жизнь и все остальное. Абсолютно я не молчал. Детей там не убивали, конечно, ты это как по-русски опять врешь. Как ты относишься к Рамзану Кадырову? Кадырова давно видел. Так. Этот вопрос тебе нужно задать, перемотав немножко назад, что я тут говорил. Ну или посмотреть в другом месте. Так, кто такой Кадыров? Я о каждом стриме говорю. Приезжайте, найдете нас, мы вас ждем. Так, Молдове уже пожалела, что вас позвала. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Рашка, как всегда, поменяет флаг и скажет, что это не они. Да, кстати говоря, это они уже планируют. Они уже поменяли флаг, вы видели? По-моему, это у нас в Германии здесь было. Красную линию убрали, белый, синий, белый. Типа без крови. Туда-сюда. Будут менять. Но сейчас их это уже не спасет. Это большой процесс будет. Большое изменение мировое будет. Ребят, мы увидим, кто доживет до этого. В ближайшее время, уже процесс идет. Идет глобальное изменение мироустройства. Это очень интересные события. Они, конечно, могут быть очень кровавыми, но это произойдет. Так, Ахмад Сила Ор, от и Андерхош. Вай, он никелера. Дерез Уилом. Кадыров, Дыров, а не Кадыров. Остаться Эйдна, я Динек, Дизерон. Кавказ. Кавказу. Остаться Эйдлан, я Динек. Дела, Динис Айдлом. Дайзери, оккупационный Айдл. Так, я буду всегда говорить о старе, и ты станешь, если доживешь. А я, да. Но ничего не будет. Изменения в России будут только в лучшую сторону. Никогда не было в России изменений в лучшую сторону. О чем ты говоришь, бедолага? О чем, бро, скажи. Так, друзья, я уже жалею, что перемотал все ваши комментарии, которые вы раньше мне написали. Давай встретимся в Германии. Это было. С какой целью? Как тебе? Мужик? Бжик. С какой целью ты хочешь встретиться? Ты уже подготовился? Так, потому что я жил в Донецке, это я читал. Остальной вопрос был, да, это тоже читал. Как ты относишься к Рамзану? Это тоже. Ну все, я это уже читал. Кавказ, поменяй ник на... Так. Я тебе пишу, что я видел, что украинцы творилось. Почему ты это не читаешь? Ну, я перемотал просто. Было много и перемотал. Ничего не будет. Так. Я видел, что в Украине творилось. Почему ты это не читаешь? Ну что, напиши еще раз, что там творилось. Так, салам алейкум, мудувай, ва алейкум ассалам, варчаль, дуай, давмула. Так что вот такие, что-то лайки перестали вы, не распространяете видео. Ну, ребят, пальчиком чик-чик-чик щелкаешь. Вот так. О, я сам себе, оказывается, могу ставить лайки, ребят. Вы мне не нужны. Салам алейкум. Мы из Ичкерии. Так, пригласите. Это ты меня просишь, Муслим? Ты меня просишь пригласить тебя? Я видел. Ну что ты видел, мужик, что ты там видел? Не надо врать. Ну, конечно, ты, конечно, сам соврешь, сам себе герой. А ты все равно соврешь ведь, правильно? Русские же, это ваше самое главное оружие. 8 лет бомбили в Донецке целый, теперь, а город Мариуполь, смотри, точнее, чего осталось. Абсолютно верно. Посмотрите на Грозный, посмотрите на Мариуполь. Когда бомбят, он превращается в такое состояние.
Причем за 8 лет у вас Мариуполь жив-здоров. На ваш Мариуполь упали ракеты, бомбы только после того, как русские начали бомбить сейчас Украину. И это были ваши русские бомбы. Представьте, украинец. Какой ты украинец? Ты же под-русски. Какой ты украинец? Почему не говорите, когда гибли чеченцы? Кто не говорит? Это истина. 8 лет бомбили. Не ври. 95 Чечни. Чечню стерли. 95% Чечню стерли. Да? Нет у тебя ничего украинского. Какой он украинец? Это максимум хохол. Один вопрос, братан. Что вы скажете насчет кибератаки на Украину, в частности, города Львов? А была эта кибератака на город Львов? Я не знаю, Жища, я не знаю. Была, ничего не слышал. У вас полармии со свастикой. Да у вас Путин нацист, фашист. О чем ты вообще говоришь? Кто у вас там Роскосмосом занимается? Как его? Рогозин. Это самый настоящий фашист. Ваш Жириновский зиги кидает. Рогозин зиги кидал на митингах, когда еще стремился там завоевать авторитет. О чем ты вообще говоришь? Какие нацисты, какие фашисты, полармию? Они евреи избрали президента и не стали из-за этого отворачиваться от него. Просто понравился, полюбили и проголосовали. Украинцы самый толерантный, самый человечный народ. Вторые, наверное, после них это мы. Скромно скажу о себе, о нас. Поэтому не несите бред просто. У вас этот бред вообще ни в какие ворота не лезет, понимаете? Ни в какие ворота не может он пролезть. Ну так явно их называть нацистами, фашистами, террористами. Бедолаги. Почему Украина не говорили? Мумин. Аллах над нами, Россия под нами, Чечня за нами. Так, а где вы были, когда чеченцев убивали, говорит? Ты рупор правды? Ну, можно сказать и так. Слава Ичкери, слава Украине. Героям слава. Камаджоба Генацуаля. Ахмад Могила, Аллаху Акбар, я вам скажу так. Ахмад Могила. Вы знаете, что означает Z? Да, знаю. Зверье означает. Кто подскажет, где русская республика в России? Да, следовало бы им создать свою. Так, Ахмад Могила. Марьямчик, ты пиши, я буду читать. Вот Ахмад Хам Буарбушун Вельч Мухан Вити. Первый президент уборца. Анекдот, да? Дичь. Кадыров. Мудрец, а Кадыров Вельч. Ладно, это дословно точно. А ночи есть, да ночи есть. Ночи матла, есть да царцом, чё? Я в жизни не одену форму Будановых, я чеченец. А кто такой Буданов? А почему ты говоришь Буданов? Почему ты не говоришь путиновского, путинистов или Патрушева? Это тоже очень интересный момент. Нас пытается. Надо точно знать, кто твой враг. Мужчина, чеченская глупословица гласит, мужчина не тот, кто смелый, а тот, кто знает, кто его враг. Буданов это пешка, это ничто. Это просто о нем стало известно. Главный враг Путин, Патрушев, КГБ. Не говорите на Будановых. Будановы это такие же Кадыркины. Это был концлагерь. Один вопрос. Вы сможете прокомментировать случай гибели дипломата в Берлине? Эдвард. Да, я могу прокомментировать. Его выбросили, он выкинулся из окна, когда стало известно, что Вадим Красиков, кстати, убийца
Зелимхана Хангашвили, Вадим Красиков. На этих судах я был почти, на многих, но не на всех. Вадим Красиков был опознан гражданином Украины, его родственником по линии жены. И его опознали как Вадима Красикова, как сотрудника российских спецслужб, его ФСБ признали, как ФСБшника. И он хвастался, что он был знаком с Путиным, там, Путин его там встречал и так далее. Доверенный убийца Путина был. И когда вот этот украинец, благодаря СБУ, большое спасибо СБУ за эту информацию, они уговорили это. Вначале этот родственник отказывался, он говорил, я не знаю, не дам показания и так далее. Но украинцы СБУ его уговорила, и он дал эти показания. Большая благодарность всем, кто принял в этом участие. И забыл его эту фамилию, это необычная у него была фамилия, этого дипломата, можно сейчас посмотреть. Его папонька, вот этого дипломата, так называемого дипломата, на самом деле это был сотрудник российских спецслужб, ФСБ, видимо. Его папа возглавлял какой-то отдел по несудебным казням. И, видимо, произошел прокол. Но была другая версия, что его могли мочкануть свои. Не что он там самоубийство покончил, а что ему мочканули свои. Ну вот так бесславный конец бесславного мерзавца и подонка закончился на очень хорошем и качественном немецком асфальте. Так, Allah гешдуэль мелкалчан. Амин. Буданах полнорусня. Да, совершенно верно. Ичкери кентершек. А вы знаете, что он погибший был сыном заместителя Жала? Да, Жала у него была фамилия. Да, он был сыном заместителя Жала. Нет, он был сыном этого Жала. Его самого звали, по-моему, Кирилл Жала. Он был сам Жала. Короче, ужалили его. Конец Российской империи. Спасибо. Пожалуйста. Чеченский след, Рязанский Саха. Сегодня это даже в Германии показали и осудили за это. Кого? Чего там осудили? Мужик, что ты там? Ты с какой целью хотел встретиться, мужик? Ты мне расскажи. Давай встретимся, ты хотел. Опять не читаешь? Да как? Я только что прочитал. Долго. Кирилл Алексеевич Жал. Да, Кирилл Жал его звали. Точно. Вот его мочканули. Это тоже произошло. Просто совпадение такое было, потому что не сомневаюсь, что вот этот Кирилл Жало принимал участие в организации убийства Зелимхана Хангашвили. Потому что у киллера была вся информация, был самокат, я это все в суде сам слышал, велосипед, как он стрелял, как ему все подготовили и так далее. Да ты... Как я не читаю? Читаю я, слушай, тебя вообще читать я, если не хочу, не буду. Вот такой тебя читать. Ты мне ответь, с какой целью ты хочешь со мной встретиться. Так, друзья, уже вы 19 тысяч мне лайков поставили. Молодцы. Если можно. Что, если можно, Эдвард? Скажите. Кирилл Жало. Скажите, пожалуйста, что значит, если можно? Так. Мариям уходит в небытие. Так, больше мы не увидим Марьямочку. Меркель сила, писал босс.
Да, Меркель сила. Так, Аслан, реалити, вот Грозный. Так, друзья, уже 20 тысяч уже, да, очень-очень нас много тут собирается, раз столько лайков. Перед Меркель почитай. Нет у меня Меркель сила. Все, нету. Не вижу. Друзья, я долго уже в эфире, сегодня это уже второй стрим, поэтому на этом наш стрим сегодняшний заканчивается. Спасибо, что смотрели, спасибо, что поддерживали. Мистер Грозный, МВ Грозный поделился моей трансляцией, но я уже заканчиваю, к большому сожалению. Напишите мне, кто разбирается в этом. Муслим Хунхай. Хунхай. Можно ли мой стрим смотреть после того, как завершается этот мой стрим здесь, на этом канале? Ну ладно, потом можешь мне ответить. Мы можем в любой момент встретиться, мужик. Ты скажи, с какой целью просто мне, чтобы знать, как к тебе подъезжать, как с тобой встречаться. Нет, нельзя. Ага, окей, спокойной ночи. Спокойной ночи. Все. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Смерть фашистским оккупантам. Всего хорошего. Спокойной ночи, друзья. Адикюэль маш уэль. Ассалам алейкум.